Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Специалисты утверждают, что случаи серьезных отравлений и кишечных инфекций приходится как раз на летнее время, когда паразиты активно размножаются в благоприятной для них среде. В жаркую погоду следует внимательно выбирать продукты и готовую еду, хорошо мыть фрукты и овощи и следить за сроком годности продуктов. Не забывайте про личную гигиену, обязательно мойте руки с мылом. О рекомендациях, которые помогут вам избежать инфекционных болезней, расскажет Шало Бердиева. Лето – это не только время отпусков и активного отдыха, но и сезон различных инфекционных болезней. Во время аномальной жаркой погоды в медицинских учреждениях увеличивается количество обращений с солнечным ударом, острыми кишечными инфекциями и отравлениями. Зачастую причина инфекционных болезней – несоблюдение простейших правил личной гигиены, немытые овощи и фрукты и, конечно же, грязные руки. Хотя лето очень прекрасная пора для отдыха, к сожалению, для нас, инфекционистов, это пора наших сезонных инфекций, куда в первую очередь входят это острые кишечные заболевания. Острые кишечные заболевания включают в себя большую группу заболеваний, куда входят и сальмонеллезы, и дизентерийные инфекции, шигеллезы, и вирусный гепатит, токсикоинфекции, пищевые токсикоинфекции. Летние инфекции у детей, так же как и любые другие, могут вызываться бактериями. Ротавирус часто называют болезнью грязных рук, хотя дело не только в руках. Заразиться ротавирусом летом можно и грязными игрушками, а часто просто искупавшись в бассейне и наглотевшись там воды. Не всегда следишь за детьми, они и купаются в грязной воде, и употребляют немытые, не кипяченую воду, немытые овощи и фрукты, а также берут постоянно грязные игрушки в рот. И вот таким образом они могут заражаться. А дети, которые на искусственном кормлении, они, некоторые матери, они не соблюдают правила хранения и кормления детей. Они оставляют вот эти бутылочки со смесями, с остатками смеси и могут второй раз применять вот это или сверху добавлять, где уже там было развитие некоторого числа микробов. Вот. Поэтому очень много детей, которые летом болеют острыми кишечными заболеваниями, а также вирусная диарея еще есть. У нас ротавирусная инфекция, которая передается в воздух, через воздух от больных людей и также носителей. Большинство продавцов не соблюдают правила хранения скоропортящихся продуктов, что также может стать причиной того, что человек окажется на больничной койке. Опасность может подстерегать и любителей перекусить уличной едой. Нередко ее производители не соблюдают санитарных норм. Продукция лежит на открытых прилавках под палящими лучами солнца. Кроме того, инфекция может попасть в организм при употреблении некипяченой воды или молока. Особенность заболевания заключается в том, что обычно заражение проходит контактным воздушно-капельным путем и в водоемах. Чтобы избежать инфекции, нужно соблюдать элементарные правила личной гигиены, стараться оградить себя и родных от контакта с больным, употреблять больше продуктов, содержащих витамины и, конечно же, закаляться. Шахло Бердиева, Бубуали Тавозода, Дильшоди Хушвах, телевидение Таджикистан. Сегодня с реализацией принципов инновационной политики Республики Таджикистан в учебных учреждениях все больше растет количество талантливой и творческой молодежи. Год от года улучшается качество научно-исследовательских работ, подготовка кадров в учебных и научных учреждениях страны. Современная молодежь стремится получить профессию, востребованную на рынке труда, и стать полезной своей стране. В Российско-Таджикском славянском университете состоялось торжественное вручение дипломов бакалавра. Надо отметить, что дипломы специалиста данного вуза соответствуют государственным стандартам Российской Федерации. Студенческие годы являются не только прекрасным периодом молодости, но и важным этапом изучения освоения знаний, профессий и специальностей, иностранных языков и расширения кругозора. Учеба является весьма сложным и трудоемким занятием. Она требует
требует терпения, выдержки и серьезного отношения не только от каждого студента, но и от преподавателей и родителей. Студенты РТСУ, плодотворно пользуясь созданными государством и правительством условиями, знаниями опытных наставников, опираясь на нашу всемирно известную культуру, используя каждое мгновение своей жизни на изучение языков, профессий, современной техники и технологий, желают стать истинными наследниками Родины, прославляя государство и таджикский народ на международной арене. Меня зовут Алашаева Танзила Гаибназаровна. Я уже выпускница 4-го курса юридического факультета Российско-Таджикского славянского университета. Мы очень рады, что закончили этот университет, тем более с дипломом отличием. Закончив этот университет, мы будем работать по своей специальности. Хотим быть высококвалифицированными специалистами в своей сфере и быть полезным своей стране и своему университету в целом. И только что поступила информация. Сегодня премьер-министр Республики Корея Ли Нак Йон с официальным визитом прибыл в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе высокопочтимого гостя встречались заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Азим Ибрагим и другие официальные лица. В рамках официального визита премьер-министра Республики Корея примет президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Состоятся переговоры правительственных делегаций во главе с премьер-министром Республики Таджикистан Койра Сулзода и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Йон. А также встреча главы корейской делегации с председателем города Душанбе Рустами Эмомали. В ходе предстоящих переговоров в Душанбе будут обсуждены вопросы двухстороннего таджикско-корейского сотрудничества. В различных сферах состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. По итогам визита будет подписано несколько соглашений. Установка камер видеонаблюдения в городе Душанбе и других регионах страны – это требование времени. По словам специалистов, видеонаблюдение – это эффективная мера, которая обеспечивает неприкосновенность объектов, сохранность ценностей и безопасность людей. На зданиях министерств, ведомств, столичных парках, улицах и проспектах установлены камеры видеонаблюдения, цель которых – обеспечение общественного порядка, пересечение антисоциального поведения, усиление защищенности стратегически важных объектов. Камеры видеонаблюдения имеют ряд преимуществ. Так, внедряемые системы видеонаблюдения предназначены для обеспечения порядка и безопасности путем непрерывного наблюдения за контролируемой территорией. За последние годы видеонаблюдение стало неотъемлемой частью комплексной системы безопасности объекта, поскольку современные системы видеонаблюдения позволяют не только наблюдать и записывать видео, но и программировать реакцию всей системы безопасности при возникновении нештатных ситуаций. Системы удаленного мониторинга необходимы для оперативного отслеживания обстановки, фиксации фактов посягательства и идентификации нарушителей. В городе Душанбе с участием экспертов, представителей организаций и учреждений компании Синон Дахуа были организованы обучающиеся тренинги, посвященные ознакомлению местных компаний, частного сектора и государственных структур с передовыми возможностями и технологиями в сфере охранного видеонаблюдения и интеллектуальными системами безопасности, разработанными Dahua Technology. Данная компания – это ведущий мировой производитель и разработчик решений в области видеонаблюдения. Продукты этой фирмы широко используются в розничной торговле, школах, гостиницах, банках, больницах, офисных зданиях, управлении городского движения. Установка камер видеонаблюдения – это программный комплекс с применением видеоаналитических решений, которые помогают быстро определить и оперативно отреагировать на всякого рода нештатные ситуации, а также вовремя принять меры по устранению их последствий. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи.